Средства массовой информации телепрограмма «Точка взаимодействия» возобновляет свою телепередачу «Городская среда», которая появилась в 2018 году и затрагивала благоустройство столицы Якутии. Освещались вопросы общественных пространств. Тогда проходили различные конкурсы с дискуссиями с участием экспертов архитектуры и градостроительства, но все-таки больше внимания уделялось мнению горожан. Да, многие скажут, нашли что вспомнить, но было многое сделано, но многое и не получилось. Сейчас хочется напомнить о понятии «городская среда». Городская среда, или по-иному среда обитания, проживания, совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления. И сегодня речь пойдет о площади Комсомольская города Якутска. Мы уже наслышаны о дрифтерах и случайных дорожно-транспортных происшествиях, но раньше было по-другому. Посмотрите, что сейчас представляет из себя одна из самых больших площадей города Якутска. Мы обратились к депутату Якутской городской думы Теппору Владиславу Эдуардовичу, коренной житель города Якутска, по специальности радиотехник и строитель. Является генеральным директором ООО «Монолит Эксклюзив». В Якутской городской думе является членом сразу двух постоянных комиссий по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса заместитель председателя и комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям член комиссии. Как же он оценивает ситуацию, происходящую на Комсомольской площади столицы Якутии? Как 50 лет назад было, так, по-моему, все и осталось. Ну, есть какие-то изменения, но это в качестве вот этих вот маленьких каких-то домиков, да, киосков. Остальное, по-моему, все как было, так и есть. Но я даже больше скажу, еще у нас чувствуется прямо какое-то запустение. Не чувствуется, что у нас есть хозяин. Тут, значит, ко мне обратились избиратели, потому что тут и дрифтом занимаются молодые люди. Ну, это по веянию времени. В 90-х годах, например, были рокеры, там на мотоциклах тоже гоняли. Мешают спать людям. Тут я слышал, недавно была авария, тоже очень резонансная. Мне кажется, конечно, что надо с этим что-то делать. Тут у нас администрация в лице республики, наверное, хочет поставить искусственные неровности, металлические конструкции. Ну, это довольно-таки дорогое дело, насколько я понимаю. Вот у нас такие ограждения тут везде стоят. Качество их, конечно, сами видите какое. Чтобы тут в машине заехать или что-то, просто можно там одной рукой брать, передвинуть и все. У меня есть предложение, действительно. В свое время я приобрел технологии, которые, возможно, дешево, так скажем, сердито и красиво сделать так, чтобы было у нас очень цивилизованно, скажем так. Это вазоны современные. Вазон – декоративный элемент в архитектуре, оформлении архитектурного интерьера и в садово-парковом искусстве, тип малой архитектурной формы. Вазоны делают из мрамора, камня, дерева, гипса, цемента или металла, в зависимости от предназначения. Данными изделиями можно украсить любую площадь. При этом он будет служить еще и разделителем пешеходных зон. К тому же его не так уж просто убрать. Ну вот сейчас мы находимся на нашей, так скажем, небольшой базе. Я ее называю мастерская «Монолит Эксклюзив», потому что мы делаем эксклюзивные вещи. Я думаю, многие из этих вещей не делает никто у нас в городе и в республике тем более.
Значит, вот у нас есть вазоны, которые мы, вот все говорят, критикуете, предлагайте. Вот я предлагаю, вот есть вот такие вот вазончики. Казалось бы, это небольшой такой аккуратненький вазончик, но вес его 200 килограмм. То есть, естественно, сдвинуть его, передвинуть, как-то укатить, распинать не получится. Это вещь антивандальная, насколько вы понимаете. И вот можно оградить всевозможные места, проезды и так далее, и так далее. Вазончики имеются и вот такие по 200 килограмм. Если кому-то более изящные, например, вот такого плана, 50-килограммовый вазончик с полимер-бетона скульптурного сделано. То есть очень качественный материал. Он сертифицирован, мы его сертифицировали в Епнисе, в нашем местном. Очень хорошего качества бетон. Если не устраивает такого вида вазончик, да, у нас есть большого плана вазоны. Вот есть у нас такие вот большие вазончики, да. Вот этот вазон весит в районе 350 килограмм. То есть его тоже можно окрасить в любой цвет. Очень стойкими автомобильными красками и лаками мы пользуемся. То есть это очень долговечные материалы будут. Вот это вот делаем одному предприятию, сейчас не буду говорить какому. Значит, они будут окрашены в корпоративный цвет. На этом предприятии радовать глаз. Значит, мы можем окрасить их практически в любые цвета. Мы можем сделать любой практически цвет, любой рисунок. Можем нанести надписи, все что угодно, чуроны, какие-то городские гербы, флаги. Практически мы готовы сотрудничать с любыми организациями, предприятиями, политическими партиями, общественными деятелями. Так что прошу вас, предлагаю сотрудничество. Недавний наезд на пешеходов прямо у ларьков на Комсомольской площади выявил еще одну проблему. В городе Якутске не так много ограничителей парковок и проездов внутри домовых территорий. Используется любой тяжелый предмет, который бы ограничил въезд автотранспорта. И здесь есть предложение городского депутата, подходящее по всем ГОСТам и при этом достаточно декоративно смотрится. Вот ограничитель парковок и всевозможных проездов. Значит, он соответствует всем СНИПам, всем параметрам. Значит, его вес в районе 70 с лишним килограмм, а габариты по высоте 30 сантиметров, то есть ни одна легковая машина не проедет. А пожарная машина, естественно, проезжает спокойно. Мы его сделали, что он светится в темноте. Можно окрасить его в любой цвет. Он довольно-таки современный, такой эстетический вид у него, такого более современного плана. Городской депутат возмутился укладкой тротуарной плитки по улице Курашова, которую уложили в прошлом году. А также он был удивлен состоянием городского канала. Возмущение оказалось обоснованным, так как его предприятие занимается производством тротуарной плитки, и у него появились новые модели этого изделия. Номенклатура на тротуарной плитке не очень большая, но мы постарались сделать так, чтобы она была актуальна, особенно для нашего города. Значит, как мы вот смотрели на водоканале, да, можно было бы сами стоки вот этого водоканала облицевать вот такой вот плиткой, посадить на раствор. Мне кажется, это было бы очень эстетично, красиво. Также она применяется в тех местах, где очень сложный и трудный рельеф местности. Можно ее положить, потом со временем можно взять, как бы она, вот видите, у нас имеется на веревочках, да, на связях, скажем так, и переложить в другое место. Значит, здесь может расти между ними трава, ее можно немножко вот как бы сдвинуть, да, получается, вот таким образом. Можно раздвинуть, просыпать песочком. Применяется на дачах. Здесь не надо ни бордюров, не делать огромный пирог. Получается, чтобы когда при укладке вот тротуарной плитки обыкновенной, там надо отсев применять, песок, цемент, виброплиты, это все прессовать, делать, ставить бордюры. Это же можно сделать. Любой человек его может взять, поставить и как бы выложить себе тропинку.
скажем так. Также у нас имеется пешеходная тротуарная плитка. Она не очень большого, не очень толстая, но в ценовой политике она очень недорогая. Скажем так, для города, мы тоже работали с городом в том году, мы делали тротуарную плитку небольшого размера. Вот видите, она тоже имеет свойство антискользящее. То есть в любое время года по ней она не скользкая. Толщина ее тоже может быть варьироваться от 3 сантиметров до 6. Можно сделать ее в любую цветовую гамму. Как вот видите, тут основные гаммы, которые мы делаем, это зеленая, красная, такого бежевого и серого, бесцветного плана, скажем так. Ну, естественно, серая, она по ценовой политике самая недорогая, скажем. Мастерская «Монолит Эксклюзив» по производству бетонных изделий на якутском рынке более 15 лет. Линейка продукции имеет в своем арсенале разнообразные декоративные камни для фасадов домов и декоративной отделки квартир. Когда я еду по городу, я смотрю то там, то здесь мои изделия. Ну, это как бы может быть цель, не цель моей жизни, но душа радуется. Это все бетон. Все это бетон, это все качественно и это все надолго. То есть это не гипс. То есть сломать его практически невозможно будет, если он будет на стене у вас. Если не понравится вам такая цветовая раскраска, ее можно всегда перекрасить. Он не треснет, не лопнет, не сломается. Мы прошли всю сертификацию полностью. Значит, в ЕПНИСе у меня есть сертификат соответствия нашему товару. Мой бетон является одним из самых качественных в республике. Мы применяем специальные пластифицирующие добавки импортного производства. То есть очень хорошая морозостойкость, износостойкость и стираемость. Ну, это профессионалы как бы знают все вот эти вот вещи для бетонов. Может применяться мои изделия, значит, в аэропортах, пристанях, доках, то есть с повышенной нагрузкой. Телепрограмма «Точка взаимодействия» предлагает рассмотреть предложение городского депутата. Тем более, что ценовая политика на данную продукцию достаточно демократичная и сроки выполнения достаточно быстрые. Эти вещи, если что-то не понравится или захотят переделать эти зоны, их можно поднять манипулятором, перевести в другое место. И будет у нас в другом месте такая красота стоять. В честь столетия образования Якутии «Монолит Эксклюзив» запускает новую линейку «Уличные вазоны», которые гармонично впишутся и подчеркнут интерьер вашего дома. Всегда в наличии тротуарная плитка и декоративный камень. Имеются подарочные сертификаты. «Монолит Эксклюзив». Выбирайте лучшее.